Евгения Козловская, номер 26 Виолетта Лагутенко, номер 27 Валентина Нижегородова, номер 97 Евгений Якусик и номер 98 Вероника Минченко. Главный тренер команды Михаил Соболев. А теперь, друзья, представляю вам состав футбольного клуба «Динамо Гров». Ворота команды номер 91 Екатерина Оласич, номер 4 Анастасия Шлепакова, номер 5 Виктория Валек, номер 8 Зарина Капустина, номер 15 Анастасия Шупо, номер 17 Дарья Маликова, номер 22 Анна Пилипенко, наш капитан, номер 33 Арина Ситникова, номер 89 Ксения Конечная, номер 94 Юлия Салезарченко, 99 Анастасия Лебедь. Запасные игроки команды, номер 12 Екатерина Кальчук, номер 6 Рената Колоновская, номер 10 Дарья Стешко, номер 11 Екатерина Туто, номер 14 Арина Скиман, номер 18 Вита Николаенко и номер 21 Анастасия Попова. Главный тренер команды Юрий Малеев. Друзья, приветствуем на поле футбольный клуб «Нефть Армагеддон» и футбольный клуб «Динамо Гров». Уважаемые зрители, по итогам 2022 года в нашей команде прибавилось 4 мастера спорта. Давайте поприветствуем спортсменок, новые мастера спорта Республики Беларусь. Екатерина Тутко, Рита Николаенко, Дарья Стешко и Арина Ситникова. Удостоверение и почетный знак вручает начальник команды «Динамо Гров» Дмитрий Агичев. Уважаемые зрители, просим вас встать. Звучит государственный гимн Республики
Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы находимся на стадионе «Динамо Юни», где совсем скоро начнется центральная игра 32-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди женщин между командами «Динамо БГУ ФК» и «Днепр Могилев». Почему этот матч центральный? Да потому что именно в этой игре с большой долей вероятности станет известен чемпион Беларуси 2023 года. Хозяева поля, футболистки «Динамо» БГУ ФК, выступают сегодня в белых футболках и сильных шортах. По футболкам мы увидим, но стандартная форма пока еще в курточках. Утеплились, скажем так, погода не совсем весенняя, а уже осенняя, конечно же, достаточно прохладно. Гости же выступают, по майкам опять-таки увидим, но, по-моему, будут и белые футболки, голубые шорты. Меня зовут Сергей Конопелько, и давайте сразу познакомимся с участниками сегодняшнего матча. Начнем по традиции с гостей футбольного клуба «Днепр Могилев». Видите вы сейчас на экранах составы команд. Итак, голкипер Светлана Коломейцева-Корбут, номер 12. Полевые игроки: Анастасия Михайлова, номер 2, Карина Товаревич, номер 3, Арина Иванова, номер 4, Валерия Барбаренко, номер 9, Алина Конева, номер 11, Ксения Карпова играет под номером 13, Каролина Житко, номер 15, Яна Домин, номер 16, Татьяна Нестюкович, номер 17 и Юлия Денисенко, капитан команды, играет под 23 номером. Главный тренер Михаил Соболев. Хозяева поля «Динамо» БГУ ФК. Также вы можете лицезреть состав на ваших экранах. Выступает сегодня в следующем составе: Екатерина Уласевич, номер 91, голкипер. Далее полевые игроки: Анастасия Шлопакова, номер 4, Виктория Валюк, номер 5, Зарина Капустина, номер 8, Анастасия Шупо, номер 15, Дарья Манюкова, номер 17, Яна Пилипенко, номер 22, капитан команды, Арина Ситникова играет под 33 номером, Ксения Кубичная, номер 89, Юлия Слесарчик, номер 94, и Анастасия Линник играет под 99 номером. Главный тренер футбольного клуба «Динамо» БГУ ФК Юрий Малеев. Пока начинается встреча, команда присматривается друг к другу. Давайте назовем судейскую бригаду сегодняшней игры. Мария Буйко, главный судья сегодняшней встречи. Валентина, по ее помощнике, конечно же, Валентина Соколович, Татьяна Даньковская, Анастасия Лещенко, инспектор сегодняшней игры Михаил Архипов. Пока на поле не происходит ничего интересного, давайте я вам расскажу о предматчевых раскладах. Безусловный фаворит, конечно же, это «Динамо» БГУ ФК, несменный грант последних 3 лет. Вот уже заканчивается 4-й год, и, как я уже сказал, с большой долей вероятности «Динамо» БГУ ФК станет чемпионом в сегодняшней игре. На данный момент они опережают своих преследователей. Вот сейчас с подачи в штрафную площадь сразу же взяли быка за рога подопечные Днепра, пытаются подопечные Михаила Соболева, извиняюсь, пытаются навязать свою волю, так сказать, сопернику. Не отсиживаются они в обороне. Кстати, довелось мне посмотреть 2 встречи в рамках чемпионата, и что порадовало, это атакующий настрой гостей. Они высокая линия защиты, высокий прессинг, очень неплохо смотрится. Давайте сразу расскажу, как играли данные соперники в чемпионате, пока здесь, опять-таки, до голевых моментов у нас дело не доходит. Значит, первый круг был сыгран матч в Могилеве, 0-5 уступили хозяева поля. Во втором круге «Динамо» было сильнее. Здесь же на «Динамо Юни», кстати, игра проходит со счетом 12-0. Достаточно неожиданно, но во всех этих играх Днепр смотрелся очень даже неплохо, несмотря на счет. Спокойно на своей половине поля комбинируют хозяева. Пытаются организовать атаку правым флангом. Неплохая игра в стеночку. Шлопакова выбивает мяч в аут. Мяч в игру будут вводить футболистки Днепра.
Так вот, у «Динамо», продолжу свою мысль, на данный момент 81 очко, у преследователя и извечного соперника футбольного клуба «Минск» 75 очков. Но у «Динамо» игра в запасе. И если сегодня минская команда сыграет хотя бы в ничью, ну, либо, конечно же, победит, к чему они, я уверен, будут стремиться. Вот сейчас атака развивается, Домин пас на партнера, 1 в 1 пытается обыграть Житко. Это было, по-моему, да, 15 номер Житко, конечно же, вот здесь вот Яманова выбивает в аут. Как я уже говорил, активно гости начинают игру. Посмотрите, вот сейчас на половине поля соперника сразу же 7 игроков могилевчан. Даже 8-9. Всей командой прессингуют они фаворита. Пилипенко. Классная попытка перевода на левый фланг, но здесь на опережение хорошо сыграли гости. Контратака получится ли у подопечных Михаила Соболева? Немножко, извиняюсь, у нас здесь технические неполадки, поэтому буду по возможности вам давать какую-то другую информацию. Давайте коснемся Днепра. По «Динамо» сказали, не проигрыш в данной встрече, ничья либо победа будет означать чемпионство, четвертое к ряду подряд и 4-е за время существования клуба. В первый же сезон, в котором начал свой путь в чемпионате и в кубке, и вообще в турнирах под эгидой АБФФ, футболистки «Динамо» БГУФК завоевали золото чемпионата, став явным фаворитом на все последующие годы. А в то же время Днепр, в прошлом сезоне занявший я слышу, был забит гол. Извиняюсь, уважаемые зрители, за технические неполадки. Не вижу я, что происходит на поле, но 1-0 уже на 5-й минуте вперед выходят футболисты «Динамо». Ожидаемый результат. Решили не откладывать надолго забитые мячи. Номер 15 Анастасия Шупо. Отличилась 15 номер Анастасия Шупо, с чем мы ее и поздравляем. И задала голевой задел для «Динамо» в сегодняшнем матче. Уверен, это не последнее взятие ворот, хотя всякое бывает. Но будем надеяться, мы увидим открытый и красивый футбол. Вообще, «Динамо» БГУФК — команда, которая очень редко пропускает в сезоне, практически не пропускает, можно сказать. Один-единственный мяч они смогли все-таки забить их извечные соперники, как я уже говорил, футболистки Минска, а в то время отличились динамовцы, вдумайтесь в эту цифру, динамовки, наверное, так правильно, 200 раз. 200 забитых мячей, вот на данный момент уже 201 при одном пропущенном. Именно с этим и связано мое утверждение, что в сегодняшней встрече, конечно же, футболистки «Динамо» БГУФК должны победить. По Днепру я продолжу свою мысль. Днепр в прошлом сезоне занял 4-е место. Не хватило им все-таки до бронзы. Совсем немного. В этом сезоне, откровенно скажем, шансов на бронзу уже нету. Кроме сегодняшней игры, им играть с соперниками из АБФФ, идущими 4-м. И максимум, на что может рассчитывать команда Михаила Соболева, это на то, чтобы повторить прошлогодний успех. Для этого нужно, чтобы команда АБФФ оступилась в одном туре, ну и в последнем, конечно же, побеждать. Классная передача, разрезающая на партнера, ну, после свистка, зачем бить, конечно же, что будет? Предупреждение, да, желтая карточка, все правильно, не нужно было так себя вести футболистки «Динамо». И Мария Буйко
моментально за это наказывает. Кстати, характерный момент. 1-1, по-моему, вводили кого-то либо из опорников, либо из защитников. Я, к сожалению, не успел рассмотреть. Либо кубичная по цвету волос, либо, вполне возможно, это Шупо было. Шупо, скорее всего, это была, 15 номер, блондинка. Продолжается игра. Перевод на правый фланг. Комбинирует «Динамо». Практически всей командой обороняется Днепр. Но я думаю, не во всей игре будет такая ситуация. Потому что, повторюсь, подопечные Михаила Соболева очень активно идут вперед. Классная передача по задумке на правый фланг, однако не точно. Моментально после потери мяча вступают в отбор хозяева поля. Ну и зарабатывают аут, не давая выйти со своей половины поля сопернику. На дальней бровке, это правый фланг атаки, играют Капустина, как я вижу, и Шлапакова. Слева Шупо, вот сейчас присмотрелся к расстановке. Центральные защитники — это Кубичная и Ситникова. Слева играет Слесарчик. Вот сейчас неплохой перевод, то что вне игры. Штрафной для Днепра. Счет 1-0, 10-я минута, идет первого тайма. Но не могу сказать, что прям много работы было у голкипера Светланы Коломейцевой-Корбут. Вот эти разящие контратаки, быстрые выходы на половину поля соперника ставят в тупиковую ситуацию частенько защитников и вообще всех игроков Днепра, потому что оголяются зоны, как я уже говорил, видели по первым минутам подопечные Михаила Соболева. Все команды переходили половину поля, на половину поля соперника. Вот сейчас неплохая передача и классно сыграла, по-моему, Конева. Если бы прошел там данный пас, могла бы вываливаться 1 на 1 игрок «Динамо». Коломейцева вводит мяч в игру на половину поля соперника. Здесь Шупо борется сразу же против двух оппонентов. На скорости уходит она все-таки. Молодец, как классно разобралась она с двумя соперниками. Подача в штрафную. Нет, не проходит. Удается заблокировать. Пилипенко, капитан команды, пыталась развернуться, однако потеряла мяч. Футбольный снаряд в ногах у Днепра. Классная передача направо. Однако здесь Денисенко не успевает к мячу. Однако все-таки достается мяч гостям. Аут для Днепра. Мяч будет вводить Иванова из-за боковой. Пытаются закрепиться на половине поля «Динамо» футболистки Днепра. Что здесь? Удается сохранить мяч в поле. Шупо. Пилипенко, Шупо здесь на ограниченном пространстве ведут борьбу. Слесарчик. Пас на Ситникову. Ситникова дальше на правый фланг. Здесь Капустина должна быть по позиции, конечно. Манюкова, кстати, играла в прошлом сезоне за Днепр, хорошо знает своих соперников. Ну, играет так по позиции, вижу, опорного. Она полузащитника, более центрального защитника, который больше тяготеет к обороне. Ауты для Днепра. Очередной аут будут подавать футболистки в бело-голубой форме. Отличившись на 5-й минуте, игра успокоилась.
перевод направо. Ну, здесь не совсем хороший пас отдала на партнера Ситникова, и Капустина не смогла остановить мяч. И, соответственно, аут для Днепра. Барбаренко будет в игру с левой бровки. Потеря мяча и свисток арбитра. На газоне футболистка Днепра. Получила она по ногам. Штрафной для гостей. Ну да, по ступне здесь задела футболистка «Динамо». Думаю, будет грузить в штрафную площадь. Подача и разрезает обстановку Ситникова. Тем не менее, удается сохранить на своих ногах мяч футболисткам Днепра. Классная передача в район штрафной площади. Однако Кубичная спокойно здесь выигрывает верховую дуэль у Татьяны Нестюкович. 15-я минута тем временем на табло. Ну, видим мы, как активен Днепр. Нарушает правила Михайлова. Второй номер на сопернике. И свисток арбитра. Быстро разыграли футболисты «Динамо». Аут для Днепра. Абсолютно равная игра, я хочу сказать, вот по прошедшим 15 минутам. Нету никакого территориального преимущества. Ни в коем случае подопечные Михаила Соболева не боятся соперника и пытаются именно играть в футбол, что не может не радовать. Штрафной удар для Днепра. Немножко так на свисток подсадилась по первой минуте игра. Где-то небольшую жесткость проявляют соперники, как одной, так и другой команды. Вот нарушение правил здесь было. Метр от угла штрафной площади до ворот примерно где-то 25, наверное, если брать по прямой. Метров будет. Можно пробить. Фалили, по-моему, опять на 17-м номере. Отметим еще раз Татьяну Нестюкович. Заработала она данный стандарт опасный, с которого вполне возможно будет шанс отличиться у гостей. Удар по воротам, и Уласевич на месте. Спокойно забирает мяч в перчатки. Сразу же на партнера. Пускает в прорыв по левому флангу игрока «Динамо». Шупо, пас на Кубичную. Кубичная в центр на Пилипенко. Пилипенко в одно касание на Ситникову. Ситникова, ну что, направо. Длинная передача в попытке найти партнера заканчивается неудачно. Обраточка от Днепра не проходит. Уласевич играет здесь последнего защитника. Точно на партнера. Кубичная. Просится здесь передача, конечно же, на Слесарчик. Партнеры по сборной Беларуси, напомню, очень хорошо друг друга понимают. Ситникова корпусом оттесняет соперника от мяча. Классная диагональ на Шупо. Не проходит. Вторым темпом атакует «Динамо». Передача вновь на Шупо. Шупо. На ход на Валюк. Стеночка. Ну, нужно забивать. Как жаль, что не отличились данной классной атаки «Динамовки». Просто-напросто пяточка. Один в один в обыгрыш. Стеночки. Ну, просто красота в исполнении хозяев поля. Показали они очень качественный, очень быстрый и, как по учебникам, футбол в этой атаке. Ну вот, к 18-й минуте все становится на свои места. Фаворит берет нити игры в свои руки. Манюкова борется здесь в центре. Шлапакова на партнера не точно. Должна быть Барбаренко первая на мяче, все верно.
Однако аут все-таки зарабатывают футболистки «Динамо». Угловой удар справа будут подавать хозяева поля. Вот так постепенно подопечные Юрия Малеева берут игру под свой контроль. Подавать идет Анастасия Линник. Должны сейчас подтянуться, я думаю, и Ситникова, и Кубичная штрафную площадь. Ситникова и Кубичная, конечно, сейчас будут разбегаться на эту подачу. Подача, ну, не совсем удачная. Подбор должен быть за «Динамо», но нет. Контратака Днепра, может быть, неплохая. Здесь подчистила, подстраховала партнеров. И Манюкова, классный перевод направо. В штрафной площади игрок «Динамо». Подача, это Валюк подает. И что здесь? Отводят от угрозы центральные защитники от своих ворот. Тем не менее, с мячом вновь футболистки хозяев поля. Слушайте, классно играют все-таки Днепр. Не совсем получается придержать мяч, но в одно касание успевают расставиться по полю и проходят и 4-5 передач. Насколько долго хватит их на такой футбол, увидим дальше. Классный перевод на Шлапакову. Шлапакова по началу играла справа, была замечена, по крайней мере, сейчас. Больше тяготеет к левому флангу. А вот на правой бровке, по-моему, они так провели ротацию Шупо. Слышим мы комментарий тренерского штаба, подсказывают они своим подопечным. Очень хорошо слышно. Голос главкома. Кого конкретно, не скажу. Ну все понятно. Расконева, значит, Днепр, конечно же. Это зычный, так сказать, рык подсказки от Михаила Соболева, главного тренера, напомню, Могилевского Днепра. Штрафной в пользу Днепра. Большими силами идут вперед гости. Грузит в штрафную площадь игрок могилевчан. По-прежнему мяч у могилевской команды. Отбивается «Динамо». Капустина. Капустина на партнера. Классно может получиться контратака. Рвется вперед по правому флангу Шлапакова. По-моему, это она. Будет ли прострел? Да, это все верно, это Шлапакова. Ну, в борьбе с двумя соперницами выходит победительницей, однако, может, напрашивалась раньше передача все-таки. Навес штрафную площадь и удар с лета в исполнении Шупо. Видим, как пару минут до этого Шупо была на правой бровке, а Шлапакова на левой. Успели поменяться они в следующей атаке. Думаю, установка это тренера. Так, зеркалят фланги футболисты «Динамо». Ситникова. Классная диагональ прямо в ноги на правый фланг. 1 в 1 пытается пройти оппонента игрок «Динамо», однако неудачно. Так Капустина была, но все-таки разворачивается, отдает партнеру передачу в штрафную площадь и выигрывает воздух капитан Пилипенко, однако слишком неточно. Аут для Днепра. Продолжается атака «Динамо». Всей командой, кроме вратаря на половине поля соперника, какая ошибка едва не была допущена Ситниковой, но исправила данную помарку центральный защитник «Динамо». Здесь спокойно забирает мяч в свои руки голкипер Светлана Коломейцева-Корбут. Не было партнеров рядом, я имею в виду «Динамо» БГУ ФК после этой передачи. Поэтому спокойно контролирует и забирает мяч в свои перчатки голкипер гостей.
Валюк со Шлапаковой так отыгрывается на Пилипенко, на третью, однако зарабатывать удается лишь аут. Шлапакова назад на партнера Манюкова на Ситникову. Ну и вот так вот выдавливают со своей половины поля хозяев могилевчанки. Не дают спокойно разыгрывать центральным защитником, прессингуют оппонента гости. Приходится более тщательно готовить свою атаку футболисткам «Динамо». Конечно, вот этот прессинг чреват свободными зонами. Вот как сейчас врывается по правому флангу в штрафную площадь игрок «Динамо». Прострел. И здесь помешали друг другу вратарь и защитник гостей. Ой, гостей все верно. Это 13-й номер Карпова. Едва не... Вот смотрите, ну в принципе первая на мяче была Карпова, действовала правильно, отвела угрозу и выбила за пределы поля. Угловой удар справа будут водить футболистки «Динамо». Подача в штрафную. И что здесь? Будет ли удар? Манюкова. Заметался мяч по штрафной площади, однако вторым темпом все-таки есть возможность продолжить данную атаку у хозяек поля. Шупо входит в штрафную площадь, подача, центральный защитник отводит угрозу. Получится ли контратака? Нет. Как классно здесь в отборе Ситникова. 2 раза просто-напросто выцарапала мяч у соперника. Видим, как страхует по позиции Ситникову Капустина. Шупок, кросс в штрафную площадь и самоотверженная игра, подбор, ну не получилось одно касание пробить. Будет ли удар? Удар и мимо. Затяжная атака «Динамо», в котором 2 раза могли отличиться. Голкипер Днепра вышла за пределы поля, не успела вернуться. И вот здесь могла наказывать футболистка «Динамо». Целила в дальний угол, однако размылся мяч со створом ворот. Очередной опасный момент у ворот Днепра. Вот сейчас атака может получиться очередная у хозяев поля. Шупо грузит штрафную, и здесь никого нет. Мяч слишком сильно пролетает из своих и чужих. Удар от ворот. Мяч в игру будет водить Светлана Коломейцева-Корбут. Не получается вот мяча у голкипера Днепра. Мяч сразу достается «Динамо». Классный перевод направо, казалось бы, но, к сожалению, перелетает. Мяч партнера. В том случае это была Шупо, и не успела она его взять. Аут для «Динамо». Подача в штрафную площадь вновь. Карпова, 13-й номер, отмечу еще раз, отводит угрозу. Сосредоточенно и цепко играет в данные минуты футболистка Днепра, не раз спасая свою команду. 27-я минута тем временем на табло. Прошла большая половина первого тайма. Ну, давайте какие-то итоги подведем. Достойно смотрится Днепр, безусловно, однако явный фаворит данной встречи «Динамо» подтверждает свой статус. Может быть, кому-то казалось, что счет будет более крупным, но, повторюсь, не сидят в обороне, идут смело вперед подопечные Михаила Соболя. Прессинг в исполнении Днепра. Там Денисенко вместе с Житко навязывают борьбу, вот как и сейчас, в центре поля. Ни о каком автобусе и там сверхнизком блоке защитном речи не идет в исполнении могилевчанок. Пилипенко грузит штрафную площадь, на чеку Светлана Коломейцева-Корбут. Спокойно забирает мяч в свои руки и будет вводить его в игру.
Длинный ввод мяча. Пилипенко сразу же классно сыграла в корпусом, оттеснила соперника, однако передача на левую бровку, где, как ей казалось, должен быть партнер, не получается. Аут для Днепра. Иванова. Иванова на Михайлову. Михайлова подключает голкипера своего. Такую свечку зажигает Светлана Коломейцева-Корбут. Тем не менее, остается футбольный снаряд у футболисток в бело-голубой форме. Неплохо. Может получиться сейчас выход в атаку у Днепра. Житко. Передача на Нестюкович активную, которую уже не раз мы отмечали. По штрафную площадь. И могло быть опасно. К сожалению, не дотягивается до вот этой передачи игрок Днепра. Кто это был, к сожалению, не получилось не увидеть. Но было очень неплохо. Это Денисенко была. На позиции центрального нападающего она сегодня выступает. И достаточно точная передача. Вообще отличиться для Могилевского Днепра в ворота Динамо БГУФК, учитывая статистику, один-единственный мяч пропущенный от Минска, ну это уже, я буду считать, очень большим достижением. Защита многоопытнейшая, кубичная. Вот сейчас атака Шлапакова, передача в штрафную, ну вновь подчищает центр защиты гости. Борьба на правой бровке. Свисток арбитра и штрафной для Днепра лежит на газоне. Игрок в бело-голубой форме, надеюсь, не будет все в порядке. Так бьет она по газону бутсой, показывает, что и больно. Вполне возможно, нужна будет помощь медиков. Нет, должна подняться все-таки. Могилевчанка. Это Житко, которую уже отмечали не раз. Давайте посмотрим данный эпизод. Зацепила, не попав по мячу, ее соперница. Штрафной, ввод мяча. Вот здесь обраточка может получиться Шлапакова, но не спешит она с выходом в контратаку. Спокойно отдает Навласевич, дает ей возможность разогнать кровь и поучаствовать в комбинационной игре своей команды. Ситникова. Ситникова один в один обыгрывает. Как все-таки уверенно себя чувствует центральный защитник Динамо. Не получись данная обводка, обрезала бы она свою команду, конечно. Но победителей не судят. Манюкова в центре. Как я говорил, на позиции опорника она так ближе к обороне играет. Классная передача на Валюк. Валюк дальше. Но здесь все-таки мяч достается Шупо. Шупо на партнера. Но Линник слишком слабо пробивает. Да и не точно. Голевой момент. Но после ее удара мяч коснулся соперника. И все-таки угловой справа будут подавать футболистки Динамо. Подача с правого угла штрафной площади. Будет ли добивание? Пилипенко не решилась на удар с лета. Буквально за штрафной в 1 метре можно было наносить этот удар. Там мог быть рикошет, но все-таки решила сохранить мяч для своей команды капитан Минчан. Из глубины был прострел в штрафную площадь, но здесь спокойно забирает голкипер Днепра мяч и не спешит с вводом. Дает передохнуть своим игрокам. Подальше выйти из обороны в зону на половину поля соперника, так правильно буду сказать. Валюк. Спокойно здесь выигрывает у нее борьбу Иванова. Денисенко. Денисенко классная передача налево на Нестюкович. Нестюкович успевает к этому мячу, однако Капустина спокойно забирает мяч у
футболистки Днепра. Тем не менее, позиционная атака Днепра продолжается. Михайлова на партнера. Неплохо по задумке, но слишком слабо Житко отдавала партнеру, но исправила свою ошибку, молодец. И в падении, в таком... выцарапывают мяч для своей команды. Мяч по-прежнему у гостей. Неплохо комбинируют. Так уже 5-6 передач. Стеночка, ну, чуть-чуть не точно. Тем не менее, по-моему, должен быть... Нет, все-таки мяч достается Динамо, не показалось. Коснулся мяч футболиста Динамо перед тем, как покинуть пределы поля. Что здесь? Не с того места был введен мяч в игру. Нужно повторить аут. Борьба на левом фланге. Классная передача на Шлапакову. Шлапакова рвется вперед. Там помогает справа ей Шупов. Видит... Ой, проходит все-таки передача. Шупов врывается в штрафную площадь. Будет ли наносить удар? Но здесь хладнокровно так на обманное движение не реагировал игрок Днепра. Свисток главного арбитра. И мяч достается игрокам могилевской команды. Очередной быстрый выпад в исполнении подопечных Юрия Малеева. Казалось, не пройдет эта передача, но все-таки прошла направо. Но Шупо не смогла обыграть защитника могилевчан и отправить мяч в ворота. С мячом Днепр. Грузит вперед по правому флангу, пытаясь спустить прорыв игрока гостей. Нарушение правил и достаточно опасный может быть стандарт для Днепра. Большими силами идут в штрафную площадь гости. Кто будет подавать данный стандарт у могилевчанок? Конечно же, это Барбаренко. Показывает место, откуда должен быть подан данный стандарт. Подача откровенно неудачная, к сожалению, прямо на вратаря не удалось. Слишком перекрутила. И не точно Барбаренко подала этот пас. Подала этот кросс, подала этот навес. Подала, наверное. Так. Атака левым флангом в исполнении Динамо БГУ ФК. Ситникова. Классная передача направо на партнера, но вне игры, к сожалению, оказывается игрок Динамо БГУ ФК. Конева у мяча. Длинный вот мяча на половину поля. Динамо, однако здесь он становится легкой добычей Ситникова. Уласевич на Ситникову вновь. Прессингуют высоко могилевчанки. Приходится отдавать обратно вратарю. Кубичная Слинник. Клиник в одно касание. Обратно не получается пока выйти со своей половины поля у Динамо. Все-таки действует вот этот прессинг. Насколько хватит играть в такой манере подопечным Михаила Соболенко, посмотрим. Но по мне так игра смотрится. Вполне возможно, для такой игры не так-то и много голевых моментов, ну, особенно что касается Динамо, но Днепр все-таки радует. Атака правым флангом, будет ли подача в штрафную? Подача, и что здесь, какой удар, перекладина спасает. Хотелось бы посмотреть повтор, перекладина, либо все-таки в сетку попал мяч. Смотрим эту классную комбинацию, пас на ход, классная подача и... Но все-таки перекладина даже ближе к крестовине. Была после удара игрока Динамо.
Отбиваются в очередной раз гости. Денисенко с мячом идет вперед. По флангу там открывается Нестюкович, однако успевает накрыть игрока могилевчанок, футболисты «Динамо». Ситникова вновь с мячом. Ну, мяч, так вот, если посмотреть по времени нахождения мяча в каких-либо зонах, больше он, конечно же, находится в зоне «Динамо», потому что высокий прессинг от Днепра не дает им начинать свои комбинации. Сейчас классный перевод налево. Шлапакова выходит 1 на 1 и 2-0. На 39-й минуте делает счет на табло полузащитник «Динамо» БГУФК. Я бы даже назвал ее, может быть, вингером. Здесь очень высоко располагается в данной встрече Шлапакова и Шупо. Ну, как здесь уже кто на это смотрит. Смотрите, какая классная стеночка. В одно касание на партнера. Линник возвращает Анастасия и точный удар в правый нижний угол ворот. Напомню еще раз, Шлапакова 2-0 на 39-й минуте. Гол ворота команды Днепр Могилев забила номер 4 Анастасия Шлапакова. Диктор говорит Шлапакова, конечно же, Шлапакова, правильно. Подправим немножко его, но ничего страшного. Кубичная. Не спешат футболистки «Динамо». Думаю, уже готовятся к празднованию чемпионства администрация, тренерский штаб. Вот здесь классная передача и попытка прорыва по правой бровке от футболистки «Динамо». Не рассмотрел я, кто там был. Вполне возможно, это Капустина так высоко оказалась. Напомню, Капустина играла в прошлом сезоне в Днепре. Хорошо себя проявила и пошла на повышение в клуб «Чемпион». Житко уходит от двух соперников. Чуть-чуть докрутить, и могло бы получиться очень перспективно. Там Михайлова открывалась под эту передачу, но вот этих пресловутых чуть-чуть и не хватает, к сожалению. Ситникова тащит мяч вперед. Пас на Капустину. Капустина придерживает футбольный снаряд на капитана. Пилипенко. Очень хороший по задумке 5. Тем не менее, Шупо это было. Достается мяч. Дальше на Слесарчик. Слесарчик грузит в штрафную площадь. Ну что здесь? Не получается у Шлапаковой выиграть мяч. И достается он футболистам Днепра. Нужно придержать все-таки мяч, мне кажется, Товаревич, что она и делает. Но моментально накрывают всех игроков и адресатов передач футболистки «Динамо», поэтому тяжеловато что-то организовывать и выходить в атаку подопечным Михаила Соболева. Аут для «Динамо». Капустина будет вводить мяч в игру с правой бровки. Передача на Манюкову. Вот так вот на правом фланге далеко оказалась бывший игрок Днепра. И аут будет вводить, по-моему, Капустина. С правой бровки. Да, все верно, Капустина. Мяч покидает пределы поля. В очередной раз, как и после первого гола, игра немножко успокоилась, но угловой все-таки зарабатывают хозяева поля. Слесарчик будет подавать с правого фланга. Слышен очередной подсказ от
Соболева, главного тренера Днепра. Подача в штрафную площадь. И здесь выпрыгивала Ситникова. Однако все-таки отбиваются футболистки Днепра. Как высоко поднимается Уласевич, такого либера. Сыграла, подстраховала партнеров. Классная передача направо на Шупо. Шупо. Подача в штрафную не проходит. И очередной угловой для «Динамо». Слесарчик будет подавать справа. Подача в штрафную площадь. И Бразилия от Манюковой на 44-й минуте. Классный гол от Перекландиных, без шансов для Светланы Коломейцевой-Корбут. Ну и не можем мы не отметить точную подачу от Слесарчик. Слесарчик подает, в борьбе с двумя соперницами выигрывает верх Манюкова и отправляет мяч в ворота бывшей команды. Гол ворота команды Днепр-Могилев забила номер 17 Манюкова. Манюкова. Не Манюкова, но буду поправлять диктора. Слесарчик с мячом. Манюкова. Классная перевод на левую, на Шупо. Шупо все-таки выцарапывает мяч у соперницы, несмотря на то, что она была первой на мяче. Слесарчик грузит в штрафную. И как же здесь не завершает данную классный прострел передачу Валюк Виктория. К сожалению, чуть-чуть не хватило ей для того, чтобы подстроиться под данную передачу. Однако слева угловой для «Динамо» все-таки удается заработать. Подача в штрафную. И что здесь? Гол! Свисток арбитра. Вновь Манюкова была первой на мяче. Мяч не засчитывается. И Мария Буйко дает свисток на перерыв. Увидимся через чуть больше, чем через 15 минут, я думаю. С вами был Сергей Конопелько. До встречи во втором тайме.
Приветствую вас еще раз, уважаемые зрители, со стадиона «Динамо Юдни», который находится в славном городе Минске. И здесь через несколько секунд стартует, вот уже и стартовал, второй тайм противостояния между «Динамо» БГУ ФК и «Днепр-Могилев», который проходит в рамках чемпионата Беларуси среди женщин. 32-й тур. Сразу же в атаку идут футболисты «Динамо». Валюк на дриблинге уходит от соперника. Прорыв по левому флангу. Здесь, по-моему, было зафиксировано положение. Не, покинул мяч в поле. Удар от ворот. Почему-то до конца не бежала за футбольным мячом Валюк. Видимо, уже подрасчитав, что не успеет. Но было достаточно перспективно. Борьба у штрафной Днепра. Да, давайте напомню я. 3-0 после первого тайма ведет «Динамо» БГУ ФК. На 5-й минуте отличилась Анастасия Шупо. На 39-й Анастасия Шлапакова. И на 44-й Бразилию после перекладины забила Дарья Манюкова в своей бывшей команде. Таким образом 3-0. После первого тайма команда Юрия Малеева впереди. Вполне возможно, были замены в перерыве. Пока я их не вижу. Манюкова на поле. Если увижу какие-то изменения, буду вам сообщать. Капустина не точно направо, на Шлапакову. Аут для Днепра. Барбаренко будет водить мяч из-за боковой линии. Напомню вам, уважаемые зрители, этот матч в случае победы станет золотым для «Динамо» БГУ ФК. И в 4-й раз к ряду подопечные Юрия Малеева станут сильнейшими в национальном первенстве. Как и в первом тайме, игроки из Могилева высоко прессингуют, тем самым оголяя свои защитные порядки. Вот сейчас классная передача Капустина на Шлапакову. Шлапакова подача будет или нет. Блокирует Барбаренко. Вот эта дуэль на правом фланге Барбаренко-Шлапакова очень часто. Вступают в борьбу именно эти игроки. Ну, кстати, я хочу отметить Барбаренко. Она отличается не только в защите, но также и в атаке. Подача углового справа. И что здесь? Борьба вверху заканчивается ничем. Никто не добирается до футбольного снаряда. Еще следует кросс в штрафную площадь, но отбиваются гости. Аут для «Динамо». Пока взаимная потеря мяча. Вот сейчас неплохо может получиться у Днепра. Дриблинг показывает Нестюкович. Очень заметно по первому тайму. Ну, нужно бить. Удар! И как не отличается игрок Днепра. Слышим, как зрители непонятно за кого болеют. Несмотря на домашний матч, мы все-таки хотели увидеть гол в исполнении Днепра. Справа врывалась штрафную. Игрок могилевской команды просто упала на колени от досады. Футболистка могилевской команды. Повторюсь, за весь сезон в чемпионате «Динамо» пропустила лишь единожды от Минска. И отличить сейчас футболистка Днепра, ну, это было бы очень значимым достижением, по-моему. Вы со мной согласитесь. Очередная атака «Динамо» закончилась ничем. Аут для «Динамо». Капустина вводит мяч в игру. Манюкова борется здесь у бровки, показывает, что было нарушение, нет, дает играть. Не дает играть, назначает аут главный судья сегодняшней встречи. Напомню, это Мария Буйко. Перевод направо, Слесарчик,
Шлапакова, подача в штрафную площадь, не доходит она до партнера. Вот сейчас может получиться контратака, можно играть. Полностью согласен с Марией Буйко, сама заваливалась игрок из Могилева. Но все-таки тяжело поднимается так она с газона. Это Жидко. Кстати, достаточно активная по первому тайму. И, по-моему, это именно она наносила вот этот удар с метров, наверное, 8. Вышла на один с вратарем, но, к сожалению, сыграла неудачно. Скажем откровенно. И сил должно было хватать. Вот сейчас какая, казалось, могла быть ошибка, но Домин, которая раньше играла в «Динамо», не успела к мячу. Опередила ее Екатерина Уласевич, надежно сыграв на опережение. Мяч в ногах у Днепра. Ну так, здесь небольшой технический брак в исполнении Нестюкович. Не смогла она остановить неплохую передачу. Классный перевод налево. Прорыв по левому флангу. Будет ли подача? По-моему, это Капустина грузит штрафную площадь, но мяч покидает пределы поля. И удар от ворот будет производить Светлана Коломейцева-Корбут. Пару раз спасався в первом тайме свою команду. Счет 3-0 по первому тайму вполне заслуженный. «Динамо», конечно, больше владела преимуществом, но не сказать бы, что подавляющим. А в основном это касается основных таких моментов, как владение мячом. Неплохо владели, получалось отбирать и уходить в позиционные атаки у подопечных Михаила Соболева, конечно же. «Динамо» было острее, «Динамо» было быстрее, лучше в борьбе, конечно же, ну, как и следует быть несменному чемпиону последних, уже, можно сказать, я думаю, с уверенностью 4 лет. Хотя кто-то скажет, не бежите вперед паровоза. Давайте будем откровенны. Отыграть 3 мяча у «Динамо» БГУ ФК за весь второй тайм, несмотря что осталось очень много времени, могилевчанкам удастся вряд ли. Уласевич на Ситникову. Не спешат хозяева поля. Слесарчик так уверенно с мячом. Классная передача на Шлапакову. Шлапакова дальше на ход на Валюк и спасает Светлана Коломойцева. Корбут самоотверженно выходит вперед и блокирует этот удар. Подача от Шлапакова еще одна. И в ближнем углу переводит мяч, казалось бы, на угловой, но он уже покинул пределы поля. Удар от ворот для Днепра. Неплохая атака, такая очень быстрая, двигался мяч, 2 разрезающие передачи, все на ход. Буквально в считанные секунды прошли оборонительные редуты Днепра, футболистки «Динамо», и едва не отличились 4-й раз. Вот сейчас могла успеть Татьяна Нестюкович. Татьяна Нестюкович, вот лично мое мнение, очень неплохо себя проявляет в этой игре. Достаточно технично, обладает хорошей скоростью, выносливая, постоянно навязывает борьбу и вполне возможно может пойти на повышение. Хотя хотелось бы, конечно, уверен, могилевским болельщикам, чтобы их команда становилась все сильнее и сильнее, и основные игроки не покидали ее состав. Все-таки, напомню, Днепр Могилев, 2-кратный чемпион Беларуси, 4-кратный обладатель Кубка Беларуси, и 1 раз коллектив из Могилева брал суперкубок, поэтому чем больше сильных команд будет в нашем национальном первенстве, тем сильнее будет оно и выше уровень команд. Я думаю, с этим никто не поспорит. Вот сейчас, последних минуты 2-3 на половине поля «Динамо» заперли гости соперника. Жидко, пас направо. Ошибается игрок Днепра, однако по-прежнему футбольный снаряд на половине поля «Динамо». Уласевич спокойно
забирает мяч себе, даже не берет ее в руки, на Ситникову, Ситникова на Кубичную. Слушайте, ну пока замен я не видел, по крайней мере у «Динамо». Капитан команды Пилипенко что придумает? Передача, разрезающая на Валюк, не проходит. Вновь Нестюкович там навязывает борьбу, смело вступает в единоборство и часто выходит из них победителем. Уласевич на Кубичную. Кубичная возвращает мяч голкиперу, не давая ей продрогнуть. Передача на левый фланг. Ну, здесь откровенно неудачно сыграла, по-моему, Капустина. Иванова будет вводить аут для Днепра. Хорошая передача на Михайлова. Была ли здесь рука? Ну, мяч покидает пределы поля и выбрасывать мяч из-за боковой будут футболистки. Нет, все-таки была зафиксирована рука. Все видит Мария Буйко. Пилипенко. Видим, как сразу в прессинге участвуют 3-4 игрока Днепра. Не дают спокойно разыгрывать футболисткам «Динамо». Но вот если получается точные передачи на ход через фланговым игрокам, то всегда возникает опасность. Вот как сейчас, к примеру, может получиться неплохо. Шлапакова идет сама к штрафной площади. Отдавала на Пилипенко, но здесь все прочитали защита Днепра. Товаревич, Михайлова вперед. Вот Житко как здесь могла убежать, но очень жестко корпусом, конечно, сыграла на Уласевич. Первым к мячу успевала все-таки голкипер «Динамо». Внушение делает Мария Буйко. Нападающий. Слушайте, ну здесь действительно может быть серьезная травма. Вполне возможно... Нет, все в порядке. Слава богу, поднимается Екатерина Уласевич и сможет продолжить игру. Штрафной удар будут вводить футболистки «Динамо». Кубичная возле мяча. Небольшая заминка в игре. Длинная передача в районе штрафной площади. Шлапакова классно обрабатывает мяч, врывается в штрафную, но здесь оттесняет ее Барбаренко. В очередной раз отмечаю защитника левого Днепра. Как я уже говорил, активно и в атаке, и очень часто выигрывает. В игру вступила номер 11 Екатерина Дудко. Вместо Шупо вышла Екатерина Дудко. Номер 17 Дарья Манюкова. В игру вступила номер 18 Вита Николаенко. Вместо Манюковой в игру вступила Николаенко. Первую замену пока не удалось увидеть. Вот сейчас опасный момент. Шупо сбрасывала головой на Валюк. К сожалению, не точно отбиваются футболистки из Могилева. Ну, вездесущая Нестюкович, 17 номер, уже и в защите. Перепахивает она так левую бровку. Барбаренко, Нестюкович достаточно смещают акцент атак могилевских налево. Но здесь неудачно аут для «Динамо». По всей видимости, и физически хорошо готовы подопечные Михаила Соболева, раз могут навязывать вот такой активный футбол чемпиону и гранду на протяжении вот уже 60 минут. Почти 60 минут, сейчас 60-я минута на табло. Поправлюсь немножко. Длинный вот мяча от Светланы Коломейцевой. Корбут. Вновь Нестюкович.
Здесь Житко боролась против соперника. Нестякович обыгрывает 1 в 1 и фалит на ней. Вышедшая на замену Вита Николаенко. Ну, однозначно, как по мне, по истечению почти вот здесь 15 секунд не хватает до 60 минут, до часа игры. Нестюкович в составе Днепра MVP сегодняшней встречи. Также отмечу Житко, которая борется, к сожалению, не реализовала момент, оставшись с глазу на глаз с Уласевич. Однако вот сейчас как раз-таки у мяча Житко, однако своей активностью, безусловно, заработала себе хорошие отзывы по сегодняшнему матчу. Подача, даже это не подача, скорее был, а удар, мне кажется, но слишком не сильно и по центру в руки Уласевич. Как я уже говорил, у Днепра и в первом тайме, и во втором в особенности были неплохие подходы, были моменты для того, чтобы забивать. Замена в составе гостей. Поле покидает Товаревич. На поле выходит Евгений Якусик. Якусик Евгения, по крайней мере, по тем матчам, которым удавалось мне посмотреть, играет ближе к атаке. Где-то даже центрального нападающего она исполняла роль. Ну а Товаревич, третий номер, играла в защите. Переходит на более атакующую схему, мне кажется. Либо там будет взаимозаменяемость какая-то по позиции у Днепра. Тем не менее, достаточно смело играет Михаил Соболев. Днепр на половине поля соперника. Житко, неплохая по задумке передача, однако здесь все читают центр дефы Динамо БГУФК. Ну, классно Житко в отборе сыграла. Удар по воротам. В стор, скорее всего, нет. Все-таки проходил бы мяч мимо, но становится он легкой добычей для Екатерины Уласевич. Атака здесь после потери Динамо могла получиться неплохая у Днепра, однако неточная передача, к сожалению, все перечеркнула. Обратите внимание, последних минуты 3-4 владение мячом и преимущество игровое за Днепром. Я думаю, со мной вы, зрители, согласитесь. Так как, я не знаю, ну процентов 60-70 игра проходит на половине поля Динамо. Повторюсь, у меня вопрос, насколько хватит на такой энергозатратный футбол, а прессинг высокий всегда, отнимает много сил для подопечных. А момент от Днепра и удар в створ от Анастасии Михайловой. Вот так вот эти позиционные атаки и владение мячом выражаются в ударах по воротам. Вполне возможно, все-таки удастся распечатать ворота Екатерины Уласевич, которая 30 встреч, ну, не только она, конечно же, стояла в рамке, но именно для команды «Динамо» 30 встреч удавалось сохранить свою рамку в неприкосновенности. Лишь в одной встрече, напомню еще, это ФК Минск, удалось поразить ворота «Динамо». Шлапакова идет в штрафную площадь, Валюк в одно касание и вне игры показывает главный арбитр сегодняшней игры. Там выводили на ударную позицию Екатерину Дудко, которая появилась также на поле после перерыва. Тоже классно было сыграно на третьего, в одно касание. Чуть-чуть не хватило для того, чтобы сыграть в рамках правил, однако все это смотрелось динамично. Еще раз повторюсь, очень даже хорошо, как по учебникам. Вижу я, появилась также на поле у «Динамо» Алина Скидан. Играет она сейчас на правой бровке в защите. Как Валюк глубоко опустилась. Вот сейчас придерживает капитана команды, казалось бы,
соперник, однако свисток Марии Буйко молчит. Показывает, что можно играть. Уласевич, пас на Кубичную. Кубичная не спешит. Отдает партнеру по центру обороны Ситниковой. Вита Николаенко заняла позицию в центре опорной зоны. Я бы так назвал. Опорной все-таки полузащитник. По позиции она заменила ушедшую Дарью Манюкову. Аут для Днепра. Успеет ли здесь к мячу футболистка в бело-голубой форме? Успевает, но, к сожалению, покидает мяч пределы поля. И удар от ворот будет наносить Екатерина Уласевич. Быстро разыгрывают футболистский «Динамо». Но смотрите, просто-напросто не оттягиваются даже назад гости. Вот сейчас Пилипенко классно, казалось бы, по задумке передачи, внешней стороной стопы пыталась закрутить на ход на Шлапакова, но, к сожалению, чуть-чуть не удалось ей исполнить чисто этот сложный футбольный элемент. А так бы был выход 1-1. Житко здесь напрягает левый фланг. Аут для Днепра. Барбаренко. Замена в составе «Динамо» БГУ ФК. На поле выходит Анастасия Попова. В футбольную площадку попадает, к сожалению, я не увидел, но, по-моему, это будет Виктория Валюк. Да нет, это Линик, конечно. В игру вступила номер 21 Анастасия Попова. Чисто субъективно второй тайм проходит с меньшим однозначно преимуществом «Динамо» по владению мячом. По владению мячом, может, все-таки будет преимущество у «Динамо», но знаете, есть такая вот статистические данные, где мяч больше находился. Сейчас подача тем временем в штрафную площадь, и едва здесь не достала мяч Шлапакова после паса из глубины. Так вот, по активным зонам, где больше всего находился мяч в течение времени, однозначно он был больше на половине поля «Динамо». Вот, чисто субъективно, как я это вижу, по истечении 67 минут матча. По истечении, правильно будет сказать, 23 минут второго тайма. 22. Удалось однозначно подопечным Михаила Соболева выправить игру во второй половине. Вполне возможно, 3-0 счет комфортный. Однако, повторюсь, во втором круге на этом же стадионе счет между данными командами был 12-0 в пользу «Динамо» БГУ ФК. Поэтому 3-0 на вот сейчас 69-й минуте для могилевчанок более чем достойно. Вот сейчас Барбаренко активная идет вперед, нарушение правил, перспективный штрафной. Мария Буйко делает внушение Шлапаковой. Желтая карточка за срыв атаки. Хотелось бы посмотреть повтор по возможности. Мне кажется, сама заваливалась. Ну, нет, все-таки контакт, если здесь и был, то минимальный, и сама заваливалась Барбаренко, лично мое мнение. Но, как бы, главный арбитр встречи Мария Буйко рассудила иначе, ей виднее, она была ближе, поэтому спорить я, конечно же, не буду. Чисто выскажу свою точку зрения. Нестюкович у мяча до ворот, если брать так по прямой, метров где-то 28-30 на глаз. Удар по воротам и перекладина спасает «Динамо» БГУ ФК. Нестюкович, самая активная в составе Днепра, показывает
что обладает и классным ударом. Неплохо получается. Мяч шел по центру, пройди мяч чуть правее либо левее. Мне кажется, ну не достала бы Екатерина Уласевич данную сложную подачу. Замена в составе Днепра. На поле выходит Зайнаб Ибрагимова под номером 14. Поле покинула номер 17 Татьяна Нестюкович. А поле покинула самая активная игрок в составе Днепра Татьяна Нестюкович. Я думаю, вы согласитесь, в любом случае останется она лучшей сегодняшней встречи в составе гостей. Наряду с Барбаренко, Житко. Я бы вот так отметил. Ну и вратарь себя неплохо проявляет. Входит в Динамо штрафную и в пустые ворота Шлапакова забивает 4-й мяч на 71-й минуте. Абсолютно легко замыкает дальнюю штангу Анастасия. Давайте посмотрим по возможности, если получится повтор данной атаки. Спасибо режиссерам трансляции. Зрячая передача слева. И здесь, конечно, проще было забить, чем не забить. Но, тем не менее, оказаться в нужной точке тоже нужно уметь. Автор голевого паса, капитан команды. Нет, это не капитан, мне кажется, все-таки не Перепенко была. И, к сожалению, в динамичной атаке не удалось заметить, кто это был. Мне кажется, это Валюк была. Валюк сейчас играет ближе к левой бровке в атаке. И в голевой атаке также там находилась. Вот сейчас Шлапакова опять-таки выигрывает воздух, даже не выпрыгивая. Нарушение правил, фолят на Ситниковой и штрафной для «Динамо». Скидан на Ситникову. Ситникова дальше на Кубичную. Перевод на правую бровку. Там комбинирует Скидан, Попова. Вот Попова, насколько универсальный игрок, частенько она занимает центр обороны, бывает, а вот сейчас она играет в полузащите, даже ближе к атаке. Во втором круге, по крайней мере, играла в центре точно защиты у «Динамо». Скидан будет водить аут, украинская легионерша в составе Минчан. Скидан, пас на партнера. Здесь такая борьба на правой бровке, очень большая плотность игроков, однако футболистки «Динамо» выходят из нее победителями. Некий сумбур последних минут. Житко с мячом. Досталось все-таки мяч у бровки, однако партнеры не поддержали атакующий порыв Каролины. Несмотря на владение мячом «Динамо», видим, как мяч приходится сохранять на своей половине поля, так как в прессинге активно играют футболисты Днепра. Ну, мне кажется, все-таки прошло уже 73 минуты, подустали немножко гости. Валюк, хорошая передача по задумке, казалось, прошла уже на... Все-таки подбор за Валюк, удар по воротам, и не получилось выцелить в дальний угол. Удар от ворот, Светлана Коломейцева-Корбут будет вводить мяч в игру. Свисток, вновь замены. Уходит Слесарчик. На поле появляется Дарья Стешко. Интересно, какую позицию займет. Обычно Дарья играет в центре нападения. Да, идет она в центральную зону нападения, как я и предполагал. Спокойно на вратаря. Кубичная дает пас. Уласевич не спешит.
на Ситникову. Ситникова так не диагональю, а длинным пасом пыталась вывести по правому флангу атакующего игрока в прорыв, однако футболистка Днепра была на чеку. Некий сумбур в центре поля, пока ни одной не удается команде опустить мяч вниз. Аут для «Динамо». Попова будет вводить мяч в игру. Видим, Зайнап Ибрагимова играет на левой бровке. Так активно она вошла также в игру. Стишко с мячом. Передача на Дудко. Дудко, слушайте, какой дриблинг. Сразу же 3 соперников, по-моему, она прошла. Однако все-таки потерей заканчивается данная атака. Удар от ворот. Коломейцева Корбут будет вводить мяч в игру. Не спешат оттягиваться в защиту футболистки «Динамо». Сразу же 3 игрока минского клуба на линии штрафной. Стишко прессингует. Ну вот, кстати, это сработало. Дудко будет ли удар? Классная передача на Шлапакову. И какой сейф в исполнении Светланы Коломейцевой-Корбут. Ну просто загляденье. Как и вся атака, обратите внимание, удар в одно касание и левой ногой в струнке, вытянувшись, парирует мяч отводит, скажем так, мяч от ворот Светлана Коломейцева-Корбут в лучших традициях вратарской мировой школы. Мяч у Днепра. Михайлова, стеночку с партнером вновь Михайлова. Михайлова направо. Ну, чуть-чуть посильнее, конечно, хотелось бы. Тем не менее, Житко рвется вперед, но Валюк все-таки удается забрать футбольный снаряд в свои ноги. Что здесь? Была блокировка. Все верно. Мария Буйко фиксирует нарушение. Поднимается футболистка «Динамо». Здесь ничего страшного не было. И Кубичная вводит мяч в игру. Попова, Стишко. Классная передача на ход на Валюк. Ну что, Валюк, нужно отличаться в сегодняшней игре? Нет, здесь более расторопно оказывается защитник. Не получилось быстро обработать мяч, но тем не менее второй шанс у Валюк. Уходит она от оппонентов. Сразу же 3 игрока Днепра накрывали игрока сборной Беларуси, но не получилось все-таки выйти победителем из данной ситуации. Как я уже говорил, Валюк все-таки тяготеет по второму тайму больше к левой бровке. С мячом Днепр. Хорошая передача на партнера. Диагональ. Пускает прорыв, по-моему, это Ибрагимову вне игры. Удивлена. Ибрагимова, российский легионер команды Михаила Соболева. Но, тем не менее. Передача налево. Стеночку играет с партнером Валюк, но первым на мяче футболистки в белой-голубой форме. Переходит на половину поля «Динамо». Надолго ли? Потеря взаимная мяча, но мяч все-таки достается Уласевич. Прессинг от Житко, ну двужильная все-таки, мне кажется, Каролина Житко. Бегает и прессингует весь матч и не демонстрирует, по крайней мере, на эти минуты усталость. Барбаренко пас вновь на Житко. Житко дальше на партнера. И вот здесь, к сожалению, пресловутого чуть-чуть не хватило. Откройся под ответную передачу в одно касание у Житко. Можно получилось бы очень перспективно. Выход из обороны «Динамо». Не точно на Валюк. И мяч покинет пределы поля. Там Иванова будет вводить аут для «Динамо». Ой, для «Динамо», для Днепра, конечно же. Очередная замена. Сразу же 3 игрока гостей выходят на поле. Нижегородова, Лазаренко и Барлюгова выходят на футбольный газон.
площадку покидает Яна Домин. Покажет ли резервный арбитр, менял таблички, к сожалению, не видели, но я думаю, будет видно на поле, кто покинул поле, а кто вышел. Тех, кто вышел, я вам назвал. Ибрагимова. Произведены замены в составе футбольного клуба Днепр-Могилев. Поле покинула номер 2 Анастасия Михайлова. Анастасия Михайлова покинула поле. Маргарита Лазаренко. Поле покинула номер 16 Яна Домин. В игру вступила номер 7 Виктория Барлюгова. Поле покинула номер 23 Юлия Денисенко. Тем временем опасная атака «Динамо» по правому флангу. Попова на Шлапакову, к сожалению, для атакующей команды не прошла передача, разрезающая в штрафную площадь. Пытаются организовать свою атаку футболистки Днепра. Не получается. Кубичная. Спокойно здесь на Ситникову. Ситникова назад на Екатерину Уласевич. Уласевич перебрасывает прессинговавшего его игрока, но неудачно. Аут для Днепра. Большими силами идут вперед подопечные Михаила Соболева. Может, здесь что-то получится. Прессинг сразу же два вновь вышедших игрока на поле пытались организовать прессинг высокий на половине поля «Динамо». Это Лазаренко и Берлюгова, однако неудачно. Сейчас может получиться неплохая атака быстрая от «Динамо». Хорошая пас на Стешко, однако на чеку. Ксения Карпова, кстати, также достаточно заметно по первому тайму в центре защиты. Спасала она часто свою команду. Вот классная передача на Пилипенко. Пилипенко дальше на Шлапакову. И вот здесь последний момент удается отвести угрозу от ворот, выбив мяч футболисткам Днепра. Ситникова чуть далеко, казалось, отпустила мяч, но все-таки успела первой к нему. Анастасия Попова сейчас сыграет справа в защите. А Скидан, как я понимаю, пошла вперед. Хорошая передача от Якусик, но слишком медленно, конечно, бежала к вот этому пасу Виктория Берлюгова. Здесь, так сказать, зубры обороны. Ситникова, Кубичная, Попова момент съедают оппонента. Пилипенко на ход на Валюк. Валюк входит в штрафную площадь. Передача, и Стешко едва не поражает ворота, но положение вне игры фиксирует главный арбитр встречи Мария Буйко. Штрафной удар для Днепра. 4-0 идет, заканчивается 83-я минута матча. Напомню, отключавшихся в сегодняшней встрече игроков. На 5-й минуте отличилась Анастасия Шупо. Затем на 39-й минуте Анастасия Шлапакова сделала счет на табло 2-0. На 44-й минуте Дарья Манюкова поразила ворота своих бывших партнеров по команде. Ну и на 71-й минуте Анастасия Шлапакова оформила дубль 4-0. Но еще достаточно времени для того, чтобы увеличить цифры на табло, либо сократить отставание в счете для Днепра. Я думаю, готовится уже вовсю администрация, главный тренерский штаб к поздравлению Динамо БГУ с чемпионством, с золотом. Полностью заслужили данную победу футболист подопечные Юрия Малеева. Вот сейчас классно выигрывает борьбу Пилипенко, и 5-0. Как я говорил, еще не вечер. Хорошо поставила корпус капитан Динамо. Прекрасная передача из глубины на ход. Все смотрелось очень динамично и очень красиво. 5-0. На 84-й минуте отличилась Анна Пилипенко.
все-таки вот я хочу сказать, немного оплошала. Иванова плохо заняла позицию и позволила обойти себя спокойно, даже не сыграв корпус многоопытному капитану и игроку сборной Анне Пилипенко. Напомню еще раз, 5-0. До конца основного времени осталось чуть более 5 минут. Кубичная. Пас налево. Стешко глубоко отпускается за мячом. Попова рвется по правому флангу и угловой для «Динамо». И сама Анастасия идет подавать угловой справа. Подача в штрафную площадь. Борьба. Выигрывает ее. Добивание. И 6-0. 6-0 на 86-й минуте отличается вновь вышедшая на замену Екатерина Дудко. К сожалению, достойно сражавшаяся на протяжении практически там более 80 минут встречи могилевчанки чуть-чуть дали слабину. Посмотрите, классно там дальше продлевает головой игрок «Динамо», ну и с лета очень точно поражает ворота Светланы Коломейцевой-Корбут Екатерина Дудко. 6-0. Удар от Днепра, удар в створ, однако, давайте будем откровенны, никакой опасности для Екатерины Волосевич данный удар не нес. Кубичная налево, успевает здесь к мячу автор гола Дудко, который по позиции, по-моему, играет слева в защите на дальней бровке. Там же слева играет Валюк. Нет, слушайте, это была не Дудко, потому что Дудко сейчас находится справа. К сожалению, плохо видно дальнюю бровку мне. Фланги справа перепахивают Попова и Дудко у «Динамо». Стешко сразу же в борьбе с тремя соперниками. Что здесь? Можно играть, показывает главный арбитр встречи. Пас на ход. К сожалению, чуть-чуть не успевает к мячу Маргарита Лазаренко. Виктория Барлюгова пыталась навязать борьбу Шлапаковой, однако вышла победителем игрок «Динамо» из данного единоборства. Ситникова на Кубичную, Кубичная дальше налево. Ну а слева, на левой бровке играет Алина Скидан, 14 номер. Благодаря повязке можно ее отличить. Борьба. Дудко на газоне, однако можно играть, показывает главный арбитр встречи. Барбаренко активно подключается в атаку, однако ничего выжать из этой голевой атаки не удается футболистам Днепра. Двужильная Житко прям на каждом участке поля борется до конца. Вот уже 89-я минута заканчивается, перепахивает на газон. Ни на секунду не останавливаясь. После многократных замен Михаила Соболева чуть в оттяжке играет Житко. В принципе, логично, потому что тяжело весь матч прессинговать. Борьба между Якусик и
Шлапаковой. Шлапакова классно сыграла корпусом, оттеснила от мяча соперника, и удар от ворот для «Динамо». Кубичная. Видим, какой высокий прессинг в исполнении гостей. 30 секунд остается до конца основного времени. Будет ли добавленное время? Напомню, 6-0. Авторов голов я уже называл. Давайте начнем с поздравлений динамовского коллектива. Все-таки матч закончился уже, никто не сомневается, их победой закончится. Хотелось бы поздравить подопечных Юрия Малеева, его самого, а также всех работников клуба с золотыми медалями сезона 2023. Не забудем и болельщиков «Динамо» БГУ ФК. Вас также с заслуженной победой любимого клуба в чемпионате. Хотелось бы пожелать в первую очередь здоровья, дальнейших викторий и, конечно, успехов на международной арене. С вами был Сергей Конопелько, и до новых встреч. Напомню, 6-0 в пользу «Динамо» БГУ ФК в матче 32-го тура чемпионата Беларуси футбола. «Динамо» еще раз с золотом. Не успешат, видимо, расходиться, расходиться игроки, будет награждение чемпиона. Оставайтесь с нами, смотрите канал YouTube наш, и завтра еще 32-й тур, 3 матча вам предстоит увидеть, поэтому до новых встреч.
так чувствуется лучше, здесь как-то такое. Что значит мозг? Кровь не греет. Да, вот сами мешают мучиться. А у них есть пылесос.